Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас. Позвольте мне представиться. Кальницкая Татьяна Сергеевна. Представляю Центр развития общего образования, социализации и воспитания Коми Республиканского института развития образования. Сегодня обсуждаем очень актуальную, важную тему проектирования программы курса внеурочной деятельности. И надеюсь, что наш разговор, наша встреча будет полезной. В процессе нашего общения, пусть даже такого заочного, есть возможность задать вопросы в чате. Я в конце сообщения, в конце работы постараюсь на них дать ответы. Сегодня те рекомендации, которые вы услышите сегодня по составлению, по проектированию программы курса внеурочной деятельности, они составлены с учетом требований нормативно-правовых документов в сфере образования и на основе того опыта, педагогического опыта, лучшего опыта, который мы имеем возможность анализировать в рамках знакомства с конкурсными материалами, в рамках работы с педагогами по повышению квалификации. Поэтому хочу сразу сказать, что вот тот материал, те рекомендации, которые будут представлены сейчас, они носят, конечно, рекомендательный характер. Те моменты, которые обязательны к исполнению, я на них внимание заострю, особо укажу. Но хочу сразу сказать, что то, что мы в основном будем обсуждать, это рекомендации. Каждый регион свои рекомендации вырабатывает, и мы говорим сегодня о том, как нужно, как хотелось бы, как было бы правильно, чтобы сделать правильную, логичную, эффективную программу курса внеурочной деятельности. Для начала два слова о, собственно, внеурочной деятельности как таковой. Программы курса внеурочной деятельности разрабатываются с учетом нормативно-правовых документов. Они указаны на слайде, если вы видите. Надеюсь, все хорошо с качеством связи нашей. И в первую очередь, конечно, мы рассматриваем учитываем требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также санитарно-эпидемиологические правила, нормативы, в той части, которые регламентируют эту внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью, как вы все знаете, понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной. И что не менее важно, эта деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Это означает, что внеурочная деятельность сама по себе отличается, во-первых, целевым назначением, во-вторых, очень важный момент, приобретает те формы деятельности, в рамках которых эта деятельность осуществляется. Итак, в самом общем виде мы можем разделить всю деятельность, осуществляемую ребенком, на урочную и внеурочную. Очень важный момент, который нужно отметить, то, что внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. В двух словах хотелось бы упомянуть о том, что внеурочная деятельность не равно дополнительное образование. И хотелось бы, чтобы понимание это было, что дополнительное образование осуществляется по дополнительным образовательным программам на основании лицензии другой, то есть на осуществление этого вида деятельности также нужно приобретать
лицензию, да, лицензировать эту деятельность. Эту деятельность по дополнительному образованию осуществляют педагоги дополнительного образования. Структура программы дополнительного образования несколько отличается от структуры программы курса внеурочной деятельности. И кроме того, самое важное, наверное, различие – это то, что целевое предназначение программы дополнительной образовательной и программы курса внеурочной деятельности, они разнятся. Это разные, да, могут быть цели. Поэтому, если есть необходимость более детального и подробного раскрытия этого вопроса, я приглашаю вас к индивидуальной консультации. Можно будет задать вопрос либо по телефону, либо по электронному адресу, который вы увидите в конце этой презентации. Мы возвращаемся к внеурочной деятельности. Как я уже сказала, и как вы знаете, к внеурочным видам деятельности не относятся только урочные. Урок – это, понимаем, семинар, собственно, то есть урочная деятельность – это урок, семинар, факультатив, практикум, элективные курсы, да, занятия в рамках элективных спецкурсов и в рамках профильной, предпрофильной подготовки, а также любые формы контрольно-оценочных процедур. Экзамены, зачеты, проверочные работы, лабораторные, практические и так далее – это учебная, урочная деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность – это достаточно широкое понятие, включающее в себя, собственно, формы воспитательной работы, такие как праздники, коллективно-творческие дела, социально значимые мероприятия, трудовые десанты, походы и так далее. Да? К внеурочной деятельности также мы относим формы досуговой деятельности. Это походы, всевозможные акции, благотворительные концерты, школьную самодеятельность, театры, дискотеки, капустники, салоны, в общем, весь спектр, да, досуговых мероприятий. Вы их видите на экране. Более подробно также можно знакомиться с этими формами в указанной методическом конструкторе, известном нам авторов, и также в другой литературе по данной тематике. Формы. Если внеурочная деятельность одним из отличительных особенностей, да, внеурочной деятельности является форма и цель, да, то нам нужно понимать, да, какие формы деятельности внеурочной являются. Существует еще такое понятие, как форма, как учебная внеурочная деятельность. Да? То, что мы перечислили до этого, досуговые мероприятия, воспитательные мероприятия, это тоже внеурочная деятельность. Существует еще внеурочная учебная деятельность. Это образование в рамках студий, секций, кружков, поисковых и исследовательских отрядов, да, подготовка к спортивным соревнованиям, подготовка к олимпиадам, научно-практическим конференциям, участие в школьном научном обществе, а также участие в мастер-классах, интернет-школах и так далее. Это также внеурочная учебная деятельность. Такая форма существует. Почему мы подробно останавливаемся на формах? Потому что далее, разрабатывая программу курса внеурочной деятельности, обязательным условием является именно указание видов и форм деятельности, в рамках которых осуществляется эта образовательная деятельность. Виды деятельности перечислены. Разнообразие видов деятельности также вот указанное дано нам в помощь для дальнейшего проектирования программы курса внеурочной деятельности. Огромное разнообразие видов деятельности, и все это разнообразие также можно использовать в рамках внеурочной работы, да, организации внеурочной деятельности. Это один момент, да, то есть форма важная, характеристика внеурочной деятельности. Вторая важная характеристика внеурочной деятельности – это цель, целевое предназначение, целевые ориентации этой деятельности.
Целью программы курсов внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Мы знаем с вами, что это 3 вида результатов, и ранжир здесь во внеурочной деятельности таков. В первую очередь в рамках внеурочной деятельности достигаются личностные результаты. Это предметные, конечно, и предметные результаты также могут достигаться в рамках той же урочной учебной деятельности, да, урочной неучебной деятельности. Поэтому, разрабатывая программу курсов внеурочной деятельности, мы должны понимать, что работаем мы на достижение именно тех целевых ориентиров, тех результатов, личностных результатов, которые заявлены в федеральных государственных образовательных стандартах, и никаких иначе. Это, кстати, вот отличие от дополнительного образования, которое не ограничено стандартами, и там целевые ориентиры могут быть совершенно другими. Потому что целью дополнительного образования является творческое развитие личности, а мы знаем, да, что личностные результаты всех уровней общего образования, они несколько иные. Согласно федеральных государственных образовательных стандартов определены основные направления развития личности, и именно по этим направлениям развития личности и реализуется, организуется неурочная деятельность. Их 5. Спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное направление. Далее представлено на слайде, каким образом могут распределяться, да, личностные результаты в соответствии с направлениями развития личности. Это такая возможность, да, увидеть, каким образом, какие личностные результаты мы достигаем в рамках какого-то конкретного направления. Это также в помощь разработчикам программ курсов внеурочной деятельности. Духовно-нравственное направление развития личности предполагает воспитание гражданской идентичности, патриотизма, формирование ответственного отношения к учению, способности к обучающимся к развитию самообразования на основе мотивации к обучению и познанию и так далее. Мы видим, что наши личностные результаты сформулированы достаточно широко, и каждое мероприятие, проводимое, каждая акция, праздник, даже тот же самый туристический поход, классный час, мы должны понимать, на какой личностный результат работает данное мероприятие. То есть достигается какой результат. Часто, общаясь с педагогами, мы задаем сами себе такой вопрос. Например, какие личностные результаты достигаются при реализации такого мероприятия, как празднование Нового года? Какие личностные результаты мы достигаем, организуя хороший праздник, день 8 марта, 23 февраля, а ну-ка, парни, да? Какие личностные результаты мы достигаем в рамках классных часов, которые проводим, и так далее. То есть каждое мероприятие, реализуемое в рамках программы воспитания, реализуемое в рамках программы курсов внеурочной деятельности, должно работать ни на что иное, как на результаты, заявленные в стандартах, не только личностные, да, но личностные в первую очередь. И это понимание отражается затем в том целеполагании, которое мы осуществляем, планируя нашу деятельность. Далее представлены
Следующие, остальные направления развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное. Здесь поле деятельности широко. В рамках спортивно-оздоровительного направления организуются спортивные секции, туристические походы, всевозможные олимпиады, спартакиады. Социальное направление может быть представлено организацией волонтерства, социальных акций, трудовых десантов и так далее. То есть все вот то многообразие форм и видов деятельности, оно может найти отражение вот в этих направлениях развития личности. Общеинтеллектуальное, общекультурное – это те направления, которые формируют общую культуру, эстетическое восприятие, нравственность, да, нравственные понятия. Видим, что планируемые личностные результаты, кстати, взяты за основу результаты, заявленные в стандарте основного общего образования. Таким образом, можно распределить по направлениям развития личности и результаты начального общего образования, среднего общего образования. Формы. Что необходимо знать? Формы организации внеурочной деятельности, виды, а также содержание внеурочной деятельности каждая образовательная организация определяет самостоятельно. При этом, и это оговорено в стандартах, должны быть учтены запросы участников образовательного процесса, а также собственные кадрово-методические, материально-технические, организационные и другие возможности. Что это значит? Это значит, что в первую очередь, что самое главное, организация внеурочной деятельности должна быть. То есть внеурочную деятельность школа, организация образовательная должна реализовать, должна обеспечить. Она должна учитывать запросы родителей и обучающихся. При этом совершенно очевидно, что при наличии соответствующих кадрово-методических, материально-технических и других ресурсов, то есть если в школе нет, предположим, помещений для танцевальных кружков, да, дополнительных помещений для каких-то там оборудованных, да, робототехническими каким-то оборудованием, то, естественно, кружок по робототехнике уже никак не организуешь. Или там танцевальный кружок. Но если есть запрос, предположим, на художественную, на общекультурное направление, то какие виды деятельности, исходя из собственных ресурсов, во-первых, да, и во-вторых, из кадровых ресурсов мы можем организовать. Это может быть кружок по бисероплетению, это может быть кружок по лозоплетению, другая прикладная деятельность, это может быть краеведческий кружок, да, этнокультурное содержание, в рамках которого может быть реализовано. Это может быть небольшой школьный театр, организация и так далее. То есть мы исходим из тех ресурсов, которые у нас есть. Это понятно. Программа курса внеурочной деятельности является локальным актом и также относится также является частной по отношению к основной образовательной программе. То есть она работает на достижение тех результатов, которые в основной программе заявлены, и составляется с учетом специфики нашей школы, нашей образовательной организации, а также регламентируется локальными нормативными актами. Во многих образовательных организациях созданы, разработаны и утверждены положения о программе курсов внеурочной деятельности, что также упорядочивает эту работу. Итак, каковой же должна быть
структура программы курса внеурочной деятельности. В настоящее время, имея возможность анализировать большой материал, разнообразный материал, я могу сказать, что в настоящее время нет единых подходов к структуре программы курса внеурочной деятельности, что не могу сказать, что плохо, но это вот такая разнонаправленная, разношерстная масса документов, конечно, должна найти какую-то упорядоченность в итоге. Поэтому мы рекомендуем вот ту структуру программы курса внеурочной деятельности, о которой сейчас будем говорить, и в зависимости от возможностей, да, мы рекомендуем прислушаться к этим советам и разрабатывать свои программы вот в едином таком ключе. Программа курса внеурочной деятельности – это нормативный документ. Он должен содержать максимально полную информацию о том содержании, о той деятельности, которой предлагается заниматься, а также должна содержать цель, диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты, должна быть построена на принципах конкретности, точности, логичности, реальности. Часто мы сталкиваемся с тем, что программы пишутся едва ли не разговорным языком. Рекомендуем использовать официально-деловой стиль изложения, профессиональную терминологию, современную педагогическую терминологию, иметь оптимальный объем, потому что программы курсов вот буквально от 3 страниц до 33 страниц. Излишне лаконичны они могут быть, а также могут быть перегружены всевозможной информацией. Поэтому оптимальный объем, вот я сейчас даже никаких количества страниц не буду говорить, но этот объем должен быть оптимальным. Понятно, что программа курса внеурочной деятельности может быть рассчитана на небольшое количество часов, например, 10 часов, и реализована в рамках каникул, каких-либо весенних каникул. Пожалуйста, программа курса внеурочной деятельности улицы родного города, экскурсионная программа. Каждый день мы выходим на какую-либо экскурсию, да, узнаем улицы родного города, и в течение 10 часов, 10 дней эта программа может быть реализована. Это один момент. Конечно, здесь один объем. Другой объем программы, например, программа волонтерского клуба. И здесь он может работать, программа может быть разработана от года до 3. Конечно, здесь будет другой объем. Это и содержание, и календарно-тематический план на каждый год обучения, и пояснительная записка здесь будет объема другого. Поэтому никаких конкретных цифр, вот количество страниц я, конечно же, не скажу. Это все в рамках той деятельности, которую вы делаете, и в рамках разумного. Но вот неперегруженность излишней информацией – это актуально. Не нужно в пояснительной записке, далее об этом будем говорить, много и пространно цитировать всевозможные документы. О структуре, что еще необходимо сказать? Конечно, принцип преемственности федеральных государственных образовательных стандартов, он позволяет выделить некое единство подхода, но каждый разработчик вправе на собственное усмотрение либо в соответствии с положением, которое действует в его образовательной программе, включать иные структурные элементы в свою программу. Еще раз хочу сказать, что данные рекомендации не есть некоторая догма, которую стоит выполнять от точки до запятой, но это то, к чему мы хотели бы, чтобы вы прислушались. Вот та структура, которая регламентирована федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Если мы разрабатываем программу курса внеурочной деятельности для обучающихся вот с 5 по 9 класс, то вот эта структура заявлена в стандарте, и меньше нельзя, да, меньше структурных элементов.
А вот какие дополнительные структурные элементы программы можно, мы об этом поговорим. Я предлагаю ориентироваться на структуру программы курсов внеурочной деятельности, регламентированной федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Он достаточно развернут и более соответствует тем реалиям, в которых мы в настоящее время осуществляем свою деятельность. Поэтому за основу рекомендуем взять эту структуру. Вот конкретно по каждой из структурных элементов мы сейчас пройдемся. Итак, титульный лист программы. Очень часто бывает так, что работы, даже конкурсные материалы приходят к нам без титульного листа. Титульный лист, мы знаем, это лицо любого документа. Первая страница, она служит источником основной информации и идентификации документа. Обязательно это должно быть наименование образовательной организации. Да не просто наименование, а шапка, да, гриф вашей образовательной организации. Необходим гриф утверждения программы. Что здесь, я думаю, что особо пояснять не нужно. Программы курсов внеурочной деятельности, как и любые другие программные документы, должны быть утверждены либо директором образовательной организации, либо другим органом, полномочным это делать, например, методический совет, да, образовательной организации. Как часто могут переутверждаться программы? Здесь каких-то нормативов тоже нет, так как программа курса внеурочной деятельности – это достаточно подвижный документ, вполне возможно переутверждать его с какой-то периодичностью, потому что изменяются условия, кадровые ресурсы, материально-технические, изменяются потребности, поэтому переутверждать эту программу возможно. Но гриф утверждения программы необходим с указанием того, какой орган это делал, и дату, и желательно номер приказа, которым утверждена программа. Необходимо указывать на титульном листе название программы. Название программы может быть в том числе и творческое, например, там, «Юный волонтер» или «Радуга талантов», или там любое другое название творческое. Адресат программы, то есть на кого направлена данная программа, возраст обучающихся. По возрасту обучающихся программы курсов внеурочной деятельности могут осуществляться в отношении разновозрастных, да, групп, могут быть группы одновозрастные. Если эта программа рассчитана, вот видим, да, следующая значит, информация, которую необходимо указать, это срок реализации. Можно указать возраст по годам обучения. Срок реализации – это также обязательная информация на титульном листе. По сроку реализации, как я уже сказала, программы курсов внеурочной деятельности могут быть краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. В зависимости от тех целей, которые разработчики хотят достигнуть. Поэтому никакими нормативами, да, здесь ограничиваться нет смысла. Программы курсов внеурочной деятельности совершенно разные. Я говорю, от недельной до трехгодичной. В среднем, да, самый оптимальный вариант разработки программы курсов внеурочной деятельности – это на год, да, в размере 36 часов, это 1 час в неделю, 2 часов в неделю, смотря какую деятельность вы хотите в рамках программы курса внеурочной деятельности организовать. Если это программа какого-либо кружка по предмету, предположим, почему бы и нет, занимательный русский язык, может быть достаточно 1 часа в неделю. Если это спортивный какой-то, да, кружок,
или туристический кружок, или объединение волонтерское, работающее в рамках программы курса внеурочной деятельности, то здесь, наверное, часа в неделю недостаточно. Это уже, собственно, усмотрение разработчиков программы. Конечно, на титульном листе обязательно должно быть указание авторов, разработчиков программы, а также населенный пункт и год разработки. Населенный пункт можно вынести вот в шапку, да, в начало, внизу год разработки. Пояснительная записка – это также рекомендуемый структурный элемент программы курса внеурочной деятельности и что в ней может быть отображено. Во-первых, это направление развития личности, в рамках которого осуществляется деятельность. Направлений развития личности, как мы помним, 5. Ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых эта программа разработана. Тот минимум нормативов, который мы должны указать в самом начале презентации, он представлен. Это, конечно же, стандарты, конечно же, возможно, это конечно же, санпины, возможно, примерная основная образовательная программа и или другие какие-то локальные акты, на основании которых данный программный документ разрабатывается. Если мы работаем, если программа курса внеурочной деятельности реализует также содержание российского движения школьников, то мы указываем нормативные документы, которые регулируют эту деятельность, да, в рамках российского движения школьников, либо положение методические рекомендации о направлениях российского движения школьников, либо какие-то конкретные положения о конкурсах или проектах, реализуемых в рамках деятельности российского движения школьников. Поэтому эти документы также возможно отображать и в рамках программ курса внеурочной деятельности. Далее, цель программы. Цель программы должна быть конкретизирована с учетом специфики курса. И вот здесь для подсказки указано, что цель – это обобщенный планируемый результат, на который направлено обучение по программе. Целеполагание – это традиционно один из самых сложных этапов любой деятельности, и внеурочной деятельности также. Но здесь мы вооружены, снабжены результатами, которые заявлены. Ничего придумывать не надо. В стандарте все результаты, которые мы должны достигать, они указаны. Поэтому не мудрим, ничего не придумываем. Все целеполагание, в настоящее время вопрос с целеполаганием уже остро не стоит. Мы выбираем из того перечня личностных результатов, метапредметных результатов, именно те, которые мы можем, должны и хотели бы реализовать в рамках нашей программы курса внеурочной деятельности. Поэтому избираем из представленного перечня те результаты, которые будем реализовать. Конечно, в пояснительной записке необходимо отобразить задачи программы. Задачи как конкретные этапы, шаги по реализации программы. Вот по целеполаганию, следующий слайд, мы немножко более конкретизируемся. Конечно, необходимо отобразить формы организации образовательного процесса. И этот момент обязателен. То есть в каких формах организуется деятельность. Вот в качестве подсказки, опять же, перечислены эти формы: круглые столы, мастер-классы, мастерские, выставки, концерты, соревнования, практики и так далее. То есть мы должны блоком указать все виды форм, которые мы собираемся использовать. Следующий структурный элемент, который регламентирован федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, это общая характеристика курса внеурочной деятельности. Что сюда в содержании этого раздела может входить? Актуальность программы,
То есть для чего, почему именно эта программа курса внеурочной деятельности разрабатывается и реализуется. Если, опять же, вот почему все про волонтерство говорю, если это волонтерство, то какую социальную значимость оно в настоящее время имеет, какие личностные результаты формирует, какое значение для общества оно имеет, в каких нормативных актах отражается необходимость этой деятельности. Вот она, ваша актуальность. Но предупреждаю, да, хочу предупредить, коллеги, вас, чтобы актуальность не была размыта, размазана и излишне представлена. Не нужно цитировать по 3 страницы в каких-то нормативных документах, буквально в нескольких предложениях, в 2-3 максимум абзацах, да, актуальность. Далее, здесь может быть представлено соответствие программы современным достижениям в сфере науки, техники, искусства, культуры, в любых других сферах. Также здесь может быть представлено в общей характеристике соответствие запросам родителей и детей. Многие образовательные организации, помня о том, что внеурочная деятельность организуется все-таки в соответствии с потребностями, с запросами родителей, школьников, организуют опросы и анкетирование в рамках родительских собраний, в рамках другой работы, да, интернет-опросы проводят, классные руководители собирают эту информацию, социальные педагоги, педагоги-организаторы. Поэтому здесь возможно в описании актуальности отобразить также, что данная программа курса внеурочной деятельности была разработана в соответствии с запросами родителей. Поэтому вот здесь можно отображать еще такую информацию. Описание места курса внеурочной деятельности в основной образовательной программе. То есть, каким образом она соотносится с воспитательными программами и так далее. Здесь можно указать еще адресаты программы, возраст или класс обучающихся. И если ваша программа направлена на разновозрастные группы, или эта программа на несколько лет обучения, здесь хорошо бы раскрыть эту специфику, описать словами, какова специфика работы в группах, почему ваши группы разновозрастные. Вот опять же, я возвращаюсь к волонтерству. Почему? Потому что вот не далее, как вчера, с коллегами разрабатывали, значит, с педагогами-организаторами в рамках программы курса внеурочной деятельности, разрабатывали программу работы волонтерского объединения. Поэтому я все пример привожу свежий, как говорится. Вот. И здесь предполагается большей частью разновозрастная группа, потому что объединение концентрирует, да, собирает, направлено на детей от 5 класса до 9. Здесь абсолютно разновозрастность. И это нужно описать, какую пользу приносит это, какова специфика работы. Объем программы, общее количество часов. Все-таки нужно решить разработчикам, будет ли это час в неделю, 2 часа в неделю. Тоже волонтерское объединение, предположим, оно предполагает все-таки какую-то активность действия, это до 3 часов в неделю, может быть и больше. Поэтому мы здесь указываем количество часов в год, количество часов на каждый год, да, если это на несколько лет разрабатываемая программа, а также указываем количество часов в неделю. Здесь можно еще указывать, ну, я не знаю, насколько нужно обязательно указывать количество недель, количество месяцев. Можно указывать также режим занятий, но, опять же, повторюсь, что не всегда режим занятий можно прописать. Да? То есть, если это программа курса
внеурочной деятельности по организации, например, какого-либо поискового объединения или органа ученического там, самоуправления, то достаточно сложно, да, расписать прям режим занятий. Если это программа курса внеурочной деятельности какая-либо по предмету, то здесь гораздо легче расписать и указать вот этот вот режим занятий, периодичность и продолжительность. Следующее обязательное, кстати, вот этот слайд, он немножечко не на своем месте, он должен был, вот цель и задачи, они должны быть вот, указаны там, где пояснительная записка. Я думаю, что ничего страшного. По цели. Цель, конечно же, мы указываем в пояснительной записке. И почему с целью и задачами конкретнее разбираемся? Я уже повторюсь, это сложный момент целеполагания, поэтому вот такая подсказка. Цель – это то, к чему стремимся, то, чего хотим достигнуть. И вот я тут указала, да, что целью и задачами дополнительных общеобразовательных программ является обеспечение развития детей. Мы видим, что это другая цель, отличная цель от той, которую мы должны заявить в нашей программе курса внеурочной деятельности. Нашу цель, повторюсь, мы возьмем из результатов непредметных личностных, предметных и предметных результатов, регламентируем федеральным государственным образовательным стандартом. Цель должна быть конкретна, достижима, соизмерима. И вот примерные какие варианты глагольных форм для формулирования целей. Создание, развитие, обеспечение, приобщение или профилактика, укрепление, взаимодействие, формирование чего-либо. Ну вот какова может быть цель того же объединения поискового, например, да, формирование у детей и подростков чувств гражданственности, патриотизма, чувства гордости, верности своему отечеству, малой родине. Вот на этом можно остановиться. Цель все-таки должна быть поконкретнее, да, к своей малой родине. Если мы говорим формирование, это очень широкая цель, большая, и мы ее конкретизируем в дальнейшем в этих задачах, наших задачах. Задача – это то, что требует выполнения, разрешения, и мы понимаем задачу, подходы к формулированию задач тоже разные. Мы понимаем задачу как поэтапный способ достижения цели. Такая тактика педагогических действий. Конечно, она должна согласоваться с целью и пошагово ее достигать. Формулировка задач может быть следующая: познакомить, обучить, сформировать, обеспечить, расширить, поддержать, предоставить возможность и так далее. Итак, следующий структурный элемент программы курса внеурочной деятельности – это общая характеристика курса внеурочной деятельности. Что это значит? Здесь мы описываем процедуру оценки достижения результатов освоения программы. Если мы заявляем результат, да, результаты в виде задач, то мы должны каким-то образом эти результаты замерять. Каким образом мы можем замерять достижения? С предметными результатами все более-менее понятно. Да? Предметные результаты замеряются всевозможными проверочными работами, тестированием и так далее. То с личностными результатами сложнее. Каким образом мы можем замерять заявляемый нами уровень формирования чувства патриотизма, формирования каких-то нравственных чувств и так далее? Нам нужно подумать. Ведь если мы озвучиваем результаты, значит, мы должны их каким-то образом замерить, либо вообще понимать, достигаем мы, правильно ли мы идем, каким образом, какое действие, да, какой конечный итог реализации нашей программы будет. Поэтому мы предлагаем
в качестве процедур, да, оценки достижения результатов использовать различные тесты, стандартизированные методики уровня воспитанности, они существуют в большом количестве. Самое главное определить, какое нравственное качество мы замеряем, да, либо уровень нравственной воспитанности в целом мы замеряем. Такие методики тоже есть. Кстати, вот тот мониторинг результатов воспитательной деятельности республиканский, который ежегодно институт проводит вот уже на протяжении 2 лет, вот эти методики, они есть в каждой образовательной организации, их также можно использовать в качестве диагностического материала. Далее, что мы можем еще, каким образом мы можем замерять достижение результатов? Мы можем анализировать количественные показатели, например, количество организованных мероприятий в рамках программы, количество участников, охваченных в результате реализации этой программы, количество, наличие положительных внешних и внутренних оценок, благодарности, которые получены детьми, для организаторами, разработчиками, реализаторами этой программы. Также можно в качестве оценки, оценочного материала на момента формировать портфолио обучающегося, в которое будут вложены все те результаты, которые он достигает. И организация педагогического наблюдения – это также один из способов получения информации, оценочной информации. Каким бы ни был этот этап, да, описание процедуры оценки должно быть представлено в каком-либо виде, хотя бы в самом простом виде, для того, чтобы вы и мы, да, понимали и видели, каким образом разработчики и реализаторы программы достигают, то есть понимают, что они идут в правильным путем и программа реализуется. Здесь еще также можно указать кадровое обеспечение реализации программ, то есть те педагогические кадры, педагогические работники, которые привлекаются к разработке и реализации. Ну, как правило, программа курса внеурочной деятельности, если она вот такая большая, комплексная, она не может быть реализована одним человеком. Например, педагог-организатор свою программу курса внеурочной деятельности разрабатывает, он не реализует ее самостоятельно. Он привлекает и классных руководителей, и социальных педагогов, педагога-психолога, и социальных партнеров, да, каких-то. Поэтому социальные партнеры, вот вы видите, да, они отдельно выносим мы их. Это было бы хорошо указать, какие социальные партнеры подключаются к реализации вашей программы. Но бывает так, что программа курса внеурочной деятельности разрабатывается и реализуется одним человеком, например, педагогом-библиотекарем или классным руководителем. Почему бы и нет? Такое тоже возможно. Вот. А перечисление социальных партнеров – это очень такой хороший момент, он обогащает всегда деятельность. Поэтому хорошо, если вы будете указывать этих партнеров. А кто может быть? Это организации ведомства культуры, библиотеки наши, да, это на селе дома культуры, это социальные центры, возможно, это может быть органы и ведомства, учреждения системы профилактики правонарушений безнадзорности несовершеннолетних, это наши частные, может быть, какие-то индивидуальные предприниматели, да, которые выступают спонсорами, это наши попечительские советы и так далее. То есть здесь спектр взаимодействия очень широко, а также возможны и центры организации дополнительного образования, да, как партнеры. Далее, следующий структурный элемент программы курса внеурочной деятельности – это те вот как раз личностные и метапредметные результаты, которые должны быть перечислены. Вот предлагаем мы здесь
сформировать такой перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса внеурочной деятельности, вы выбираете их из того перечня, да, который заявлен в стандарте, того уровня, на который вы разрабатываете эту программу. Здесь хорошо бы, если было указано какие-то основные знания, умения, навыки, компетенции, приобретаемые учащимися в процессе изучения программы. Предусмотрены, вот я уже говорила, да, форма аттестации контроля, ну, может быть, в самом общем виде хотя бы. Ну, вот предлагаются такие формы еще, как зачет. Ну, зачет, контрольная работа, скорее всего, это не форма внеурочной деятельности, а вот творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, отчетный концерт и так далее. Это вот такие формы некоего итога, подведения итога. Оценочные материалы. Ну вот тот пакет оценочных диагностических методик, позволяющих определить достижения учащимися планируемых результатов. Об этом я уже говорила. Это можно, кстати, как в этот подраздел отмечать, так и в предыдущем. Структура программы курса внеурочной деятельности также содержит содержание, основную часть, содержательную часть. Что такое содержание? Кстати говоря, мы с коллегами тоже вчера обсуждали и пришли к мнению, что в нашем привычном понимании сначала должен быть тематический план, календарно-тематический план, а уже потом содержание курса. Но выстраивая данную презентацию, все-таки шла по логике, предлагаемым стандартам, поэтому вот, наверное, так перепрыгну. Все-таки нам привычнее сначала в программе представлять темплан. Причем я замечу, это не календарно-тематический план, если вы видите, это тематическое планирование без определения сроков. Сроки на ваше усмотрение вы можете здесь проставить, да? То есть тема, когда изучается, хотя бы примерно месяц там, и так далее. Но в данном случае этого не требуется. В данном случае нам предлагается хотя бы тематически распределить с перечислением основных разделов и тем, входящих в каждый раздел, а также предусмотреть количество часов на освоение этой темы с указанием теоретических и практических видов занятий. Мы понимаем, да, помним, что внеурочная деятельность отличается от урочной, поэтому даже теоретические занятия мы стараемся проводить не в виде лекции, да, а в какой-либо другой форме. Беседа, возможно, да, доклад какой-то, который подготовил сам непосредственно учащийся. Оформляется этот тематический план в виде таблицы и составляется на каждый год обучения. Мы предлагаем вот такую структуру, да, тематического плана. Опять же, повторюсь, это не догма. Вы можете эту структуру делать ее удобной более для вас. Мы предлагаем указывать раздел тему, указывать обязательно форму. Например, опять же, да, вчерашний пример хочу привести. Клуб волонтерской деятельности, да, клуб волонтерец, и первое оргсобрание, и изучение, принятие правил волонтерского клуба. В форме это инструктаж, да, это круглый стол, предположим, и так далее. Вторая тема – это будет посвящение волонтера. Волонтеры. Форма какая может быть? Праздник, огонек, чаепитие или что-то другое, или акция какая-то. Предлагаем выделять количество часов, необходимых для теоретической подготовки,
и для практической деятельности. Причем мы, видите, да, так как все-таки внеурочная деятельность – это широкое понятие, мы предлагаем выделить еще в практической деятельности, собственно, проведение какого-либо мероприятия, например, праздника. Но мы понимаем, что какое-то количество времени уходит и на подготовку этого мероприятия. Возвращаясь, вот тематический план мы выстроили. Затем, после тематического плана, по логике у нас идет содержание. Вот оно, содержание. Каждую тему мы раскрываем. Вот те самые дидактические единицы. Реферативное описание разделов и тем программы. То есть, что в каждой теме мы делаем. Вот тут предлагается еще в содержании указать перечень теоретических, практических занятий, исследовательской деятельности. Я все-таки думаю, что будет целесообразнее остановиться на реферативном описании, на такой описательном характере содержания деятельности. Причем это коротко. Одна тема, например, вот то же самое, значит, посвящение волонтеру. Что там может быть? Там может быть изучение или там, да, изучение волонтерского движения вообще в России, или изучение история волонтерского движения в школе, праздничное представление уже опытных волонтеров, или там как принятие какой-то клятвы волонтера, да, вот это описание конкретной деятельности, что мы там хотим сделать. Если это программа курсов внеурочной деятельности по предмету, занимательная математика, увлекательная физика, то там также описывается каждая тема, что мы там узнаем, какого рода задачи решаем, какого рода истории узнаем. Может быть, мы узнаем какую-то историю личности знаменитых физиков, историю открытия каких-либо физических законов. То есть все то, что побуждает эту физику как предмет узнать с другой стороны, сформировать интерес к ней, мотивацию, проявить себя в ней, в этой предметной области с какой-то с другой стороны. Вот, я думаю, что с содержанием здесь более-менее понятно. Тематический план. Следующий раздел программы курсов внеурочной деятельности – это описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. Без излишней информации указываем учебные пособия, методические, дидактические материалы и другие печатные источники, используемые при разработке, при реализации программы. Перечисляем оборудование, которое нам необходимо, да, как правило, может быть, это какие-то мультимедийная аппаратура, цифровые образовательные ресурсы, может быть, какие-то демонстрационные пособия и так далее. Описываем материально-техническую базу, среда информационно-образовательных, кабинеты, мастерские, может, кому-то нужен там специальные станки и так далее. Вот описание такой условий реализации. Я думаю, что это тоже понятно. Список литературы включает перечень основной, дополнительной литературы для педагогов и для обучающихся. Но это уже такая хорошее пожелание. Да? Мы понимаем, что может быть, не всегда необходим этот список литературы, но он нужен, любая программа нужна в первую очередь для нас самих, для тех, кто ее реализует, для того, чтобы структурировать эту деятельность и представить ее во всем ее целостном многообразии. Вот основная информация по проектированию программы курса внеурочной деятельности, теоретическая информация, которую мы могли подготовить в рамках этого вебинара, она представлена. Я могу сейчас обратить внимание на ваши вопросы.
И что в основном вы спрашиваете о том, можно ли будет воспользоваться этой презентацией. Да, несомненно. Этой презентацией воспользоваться возможно. Мы хотим сказать, что вот это видео будет размещено автоматически, оно размещается в видеозале. На сайте института есть, я вот сейчас покажу, да, где можно будет найти эту видеозапись вебинара. Кроме того, но там нет технической возможности эту презентацию разместить. Поэтому те, кто желают вот эту данную презентацию иметь, я предлагаю на указанный адрес cvdko@kri.ro выслать письмо с просьбой предоставить вам эту презентацию, что мы и сделаем. Сейчас вот каким образом данная видеозапись может быть транслируема. Через сайт Института развития образования, вот он наш сайт, раздел «Видеозал», я надеюсь, что вы с ним знакомы. Есть здесь вкладка «Вебинары, семинары, совещания». Вот здесь будет автоматически по завершению нашей с вами встречи размещена ссылка на вот эту видеотрансляцию. Видите, здесь нет возможности технически прикреплять файлы, поэтому презентацию я вам могу представить по вашей заявке. Ну что ж, уважаемые друзья, коллеги, обращусь еще раз к вопросам. Если вопросов я не найду, то с вами буду прощаться. Желаю вам успехов. Всего доброго.